Добрый вечер. В эфире программа «Завтра». Меня зовут Рустем Арифджанов, Сусанна Халилова. Мы вместе с вами поговорим о сегодняшнем дне для того, чтобы завтра нам жилось лучше. Акшам шарферіңіз қайырлы olsun, сайғы телесерджилер. Әлбетте, яғни кечкен hafta Қырым федераль округы ликвидацияға оғырап, ендіден соң Қырым ве Ақяр Женебе федераль округына кірсетілді. Рустем бей, бұл мевзуда асада бір чоқ экспертлер ве политологлар дава қозғанылды. Яғни бұл менфи ве музбет тарафлары ве аслы да бізге қырымларға бөлекі бөдеңішмелерінені кетіре біле. Вы знаете, мы сейчас представим тех политологов и специалистов, которые пригласили к себе, но я хочу сказать о том преимуществе, которое я только что ощутил. Через 45 минут на одном из телеканалов спортивных, скорее всего, вы увидите начало футбольного матча между бельгийской командой Андерлехт, я вообще люблю футбол, и командой из столицы нашего округа, из команды Ростов. Впервые я буду болеть, я вообще болею за команду Ростов, там Курбан Бекевич Бердыев, главный тренер, я его знаю еще по Казани. Так вот, я буду болеть не просто за команду Ростов, а за команду для меня родную, потому что Ростов – столица нашего округа. Но это так, шутка. А если серьезно, для разговора на эту тему мы пригласили уважаемых политологов, экспертов, которых сейчас мы вам представим. Буйнус. Яғни материке қайту бүгін біздің программамыздың мевзусы оладжақ. Рустам бей, мен еңевелі сол тарафында ерлеш тұрған мұсафірлеріні тағдым еттім. Бұл Николай Николаевич Кузьмин политолог ве екінші политолог Владимир Кадыевич Джаралла. Да, здравствуйте. Ласкает слух крымско-татарская речь, да? Да. Более того, она звучит уже практически как родная. Давайте не забывать, сколько лет мы живем все вместе, и уже практически, и даже иногда ты начинаешь понимать, о чем говорят. Спасибо большое, Владимир Кадыевич. Да, я представлю Айдара Меметовича Меметова, профессора, доктора наук, академика Крымской академии наук, декана факультета крымско-татарской восточной филологии Таврической академии при Крымском федеральном университете. Хош келденес, мы рады вас видеть здесь у нас, и нам очень интересно будет послушать ваше мнение. Акшам шерифлер хайрлы olsun. Спасибо большое. Александр Иванович Креминский, кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и социальной философии философского факультета того же крупнейшего в нашей республике Крымского федерального университета. Селям алейкум. Здравствуйте. Рады вас видеть. И Эрвин Казимович Мусаев. Эрвин Казимович работает заместителем начальника управления внутренней политики Министерства информации и внутренней политики Республики Крым. Эрвин Мусаевич и Эрвин Казимович, хош келдіңіз. Добрый день. Рустам бей, мен бөлі бір шейіні қайдетмен кестередім ки студиямызда телефонлар чалыша, яғни сержилеріміз бізге телефон açıp o suallarını бере білелер. Яғни 79-78 917 32 06 телефон вастасы или сіздің суалларыңызды беклейміз. Итак, я повторю, телефон +7 978 917 32 06. Тема сегодняшнего разговора – плюсы и минусы вхождения Крымского полуострова в состав Южного федерального округа. Ну, а пока мы начнем, если можно, Эрвин Казимович, вы у нас... Здесь у нас такая научно-политологическая среда. Я знаю, что вы тоже кандидат экономических наук, но не в качестве человека с ученой степенью, а в качестве все-таки ответственного работника идеологического министерства. Расскажите нам, что же все это такое, нам и телезрителям, что же все такое федеральный округ в России? Ну, давайте чуть-чуть такую сделаем шаг назад, чтобы посмотреть вообще общую историю. Ой, я шаг вперед сделал, давайте шаг назад сделаем. В 2000 году был подписан указ о полномочном представителе президента Российской Федерации в федеральном округе. И этим самым указом были созданы федеральные округи. Это 16 лет назад. Совершенно верно. 16 лет назад было создано 7 округов, а потом еще добавился один. Да, это когда было разделение Южного федерального округа на Северо-Кавказский федеральный округ. Цель этого разделения, это именно было представлено администрацией президента для того, чтобы как-то повысить эффективность управления и повысить
качество обмена информацией между администрацией президента и субъектами Российской Федерации путем их объединения и, по примеру, военных округов и экономических зон. Вы знаете, Илья Казимович, я тогда жил в Москве, в России, и общался как раз в тот период с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Он, по-моему, в Крыму тоже имеет своих поклонников. И тогда Владимир Вольфович, он человек такой очень громкий, он все время кричал: вот, я же говорил вам, Россию нужно разделить на несколько округов, и все округа должны не иметь никакой национальности. Это вот правда, Владимир Вольфович, это та же самая идея или нет? Нет, тут цель направлена на то, чтобы именно улучшить взаимоотношения администрации президента, да, и не только по каким-то экономическим, национальным, там, территориальным признакам, и улучшить взаимоотношения, да, и чтобы именно администрация президента услышала субъекты, да, и приняла ту информацию, которая должна быть. Да, и именно вот это объединение, оно позволяет максимально эффективно собрать информацию и направить ее в администрацию президента и получить обратную связь именно по решению каких-то сложившихся задач, где необходимо решение президента. То есть, если я вас правильно понял, что это просто одно из управлений администрации президента. Совершенно верно. То есть да. есть, допустим, управление внутренней политикой, Да. управление внешней политикой, управление политпроектов и такое же управление по Дальнему Востоку, управление Да. по Сибири, где наш славный севастопольский вице-адмирал сейчас будет представлять Сибирь, Есть такое. представлять президента в Сибири и так далее, да? Это так? Да. Ну, давайте, Николай Николаевич, просто... Смотрите, Пожалуйста, спасибо, Илья Казимович. на данный момент в Российской Федерации 85 субъектов. 85. Да, все главы так или иначе являются подчиненными президента России. Ну, представьте ситуацию, что вы кто-то там из нас присутствующих или, может, из наших слушателей руководит некой организацией, где у него 85 человек подчиненных. Руководить ими непосредственно это невозможно, это просто за пределами человеческих возможностей. Целесообразно этих Надо разделить на отделы. отделы, сектора там, или еще что-нибудь и так далее, где в качестве будут свои руководители, и тогда это процесс управления становится управляемым процессом. А то до этого это как-то, это были 90-е годы, в России это был, скажем, неуправляемый процесс превалировал тогда. То есть это с другой стороны, да, если вот такая 85 есть неких подчиненных, и один из секторов или там отделов или еще что-то состоит из двух подчиненных, такое тоже не совсем целесообразно. Оно имеет смысл, когда есть какие-то соответствующие обстоятельства, когда обстоятельства это требуют. Естественно, в 2014 году обстоятельства этого требовали для того, чтобы существовал отдельный такой округ. Тогда уже Крымский, было, Крымский округ. То есть вы имеете в виду, нужно было ручное, назовем так, ручное управление Крымом. Да, почему так, ручное, не ручное, целесообразное управление, да. Оно и сейчас будет нормально, там, ручное. Ростов далеко, а когда и Аксенов, и Белавинцев в одном Симферополе, достаточно легко общаться. Может быть, в этом и была причина. Причина чего? Создание Крымского округа или перехода, извините, Николай Николаевич, или перехода в Южный округ? Дело в том, что, давайте не забывать, главная ключевая разница. Крым, Севастополь и 85 регионов – это регионы, внесенные в Конституцию Российской Федерации. А генерал-губернаторство, то есть федеральные округа, созданы законом и регулируются законом и указами президента. Это не конституционная норма. Да, то есть это самое... Это не административно-территориальный субъект, да? Да. То есть мы сразу же закрываем одну очень важную тему, которую просто по растерянности сразу, может быть, многие не сообразили. Ликвидируется округ, но ни в коем случае не субъекты федерации. Они как были, так и они остаются. Крым, Севастополь. Лишь переключаются то, что вот здесь и находилось. И я не случайно об этом сказал, о том, что, вероятно, одна из причин была в том, что в том случае, что задачи выполнены, но слишком уж так спайка была достаточно сильная. Кроме того, не секрет, что в одном из этих, образований в Севастополе возникла конфликтная ситуация. Исходя из всего этого, вероятно, посчитали о том, что необходим импульс для того, чтобы в Крыму и в Севастополе продолжились преобразования. При этом о том, что дальнейшей необходимости в столь тесном контакте нет. И в результате... Да, спасибо. Один важный момент, Рустам Бey. Сразу же четко можно сказать об одной важной детали. Это не наказание.
Потому что вы сами знаете о том, что система России очень рациональная и очень жесткая. Если ты провинился, ни на какие компенсации рассчитывать ты не можешь. Да, сейчас сажают, как, например, Вот, с губернатором собственно. Сахалина и может И быть, вот с сегодня был губернатором вынесен, Кирова. да, и сегодня был вынесен приговор одному из бывших мэров. Здесь люди выполнили свою задачу, им предложена новая работа, они поставлены на эти посты, то есть речь не идет о том, что они не справились. Но они выполнили свою задачу и теперь будут работать в других направлениях. Да. То есть- Николай Николаевич, как вы считаете, прав ли Владимир Николаевич, когда говорит, что ситуация в Севастополе, противостояние законодательной власти в лице ряда депутатов и народного героя, там действительно его очень любят, Алексея Михайловича Чалова, да, и Сергея Ивановича Миняйла, привело к тому, что Крымский федеральный округ был ликвидирован? Ну, для этого не требовалось, для того, чтобы поменять губернатора Севастополя на другого, сейчас не требовалось ликвидировать округ. То есть эти просто явления, процессы совпали по времени. Там же произошло много еще других кадровых, управленческих решений. В тот день там указы президента сыпались как Ну да, то есть дело в из рога людях. изобилия. И каждый бил по голове очень многих. Дело, Это что... неожиданность. Да, Николай Николаевич, еще раз. Дело нужно было людей как-то распределить? Или все-таки назрела необходимость ликвидировать один округ и увеличить за счет субъектов другой? Люди или потребность? Человеческий фактор управляется несколько другими методами. Для этого не надо было таких серьезных управленческих потрясений. Еще раз, они совпали по времени, эти два процесса. И еще раз, что хочется сказать, что ликвидация Крымского федерального округа, она просто означает окончание некой такой чрезвычайной ситуации, которая требовала существования округа из двух субъектов. То есть это просто действительно нормализация отношений, это приведение вообще некую в норму. Вот, то есть некий такой Крымский округ был таким очень сильным исключением из общей как бы системы округов. Ну, для этого были объективные причины, и это было целесообразно. А как бы ликвидация этого исключения есть, значит, мы входим в норму, в нормальный такой рутинный, спокойный процесс управления. Когда, ну вот скажем так, о том, что Крымский округ возглавляет, представителем президента в Крымском округе, точнее, является Белавинцев, про это знали все. А я думаю, что теперь у нас достаточно большая часть населения не будет знать фамилии представителя президента в Южном федеральном округе. Он будет выполнять свои задачи спокойно, тихо, грамотно, ответственно и так далее. А людей это будет очень мало волновать, они просто будут жить, находясь в спокойной, отработанной, стабильной системе. Спасибо, Николай Николаевич. Я вот, вы знаете... Я-то не руководитель на телеканале «Миллет», а Сусанна Ханум заместитель генерального директора. И она будет сделать мне скоро замечание, потому что у нас оператор, который с вашей стороны, практически не работает, потому что все камеры смотрят на эту сторону. Давайте мы к этой стороне тоже обратимся. Я бы хотел, давайте мы посмотрим плюсы и минусы того, что произошло с разных точек зрения. С исторической, с экономической, с социальной, если хотите. Можно сказать, политической, да, аппаратной и так далее, да, посмотрим, может, есть и какие-то другие тоже аспекты, да, в чем мы можем найти выгоду. Все-таки мы, хотя и одна из самых европейских частей Российской Федерации, но очень сильно пропитанная, изначально пропитанная Востоком, поэтому у нас должна быть и хитрость-то восточная. Мы должны из всего, что происходит вокруг нас, рядом с нами, какую-то выгоду себе извлечь. Так вот, что мы можем из этого извлечь? Александр Николаевич берет. Давайте мы послушаем Александра Ивановича, да, потому что пока меньше всех. Спасибо. Пожалуйста, Александр Иванович. Рустам, вот я попробую внести такую методологическую Только коротко, да, составляющую, да, Спасибо. в наш разговор. Я думаю, что есть причины того, что произошло как внутренние, так и внешние. Вот только что Николай Николаевич сказал о полномочном представителе президента в Южном федеральном округе. Я вам скажу, что это человек, который входит в ближайшее окружение Владимира Владимировича Путина и который прошел очень сложный путь, был генеральным прокурором, если я не ошибаюсь, порядка 6 лет министром юстиции. Я вам еще одну вещь скажу, извините. Да. Их дети
Сечиным. с Сечиным женат. Игорь Иванович Сечин – одна из крупнейших фигур российской политики и российской экономики. Это руководитель Роснефти, крупнейшей российской нефтяной компании. Поэтому, конечно, политический вес Устинова огромен. Пожалуй, Кроме того, он больше, чем у всех остальных. Не хочу, чтобы обиделись другие постпреда президента, но Да и потом политически в больше его всего. послужном списке очень громкие дела. Очень громкие дела. Кроме того, он доктор юридических наук, и его диссертации были посвящены борьбе с международным терроризмом. А ведь это 2003 год, кандидатская диссертация. И коррупция, организованная преступность. Вот это его специализация. Но я лично от себя добавлю то, что первый раз я увидел его, когда он расследовал, он был главой комиссии по расследованию гибели подводной лодки «Курск». И он тогда очень эмоционально и проникновенно сказал о том, что снимает шапку перед моряками, которые отдали свою жизнь за Родину. Вот это очень сильная фигура политическая. Конечно, то, что он дальше уже находится, чем Белавинцев, это играет роль. Но скажу следующее. Значит, Крым в этом плане выигрывает то, что он становится боевой, подчеркиваю, единицей огромного округа, территория которого сопоставима с Испанией, ну и немного меньше Франции. Кроме того, еще один такой момент. Министр сельского хозяйства, нынешний министр сельского хозяйства, пришел из Краснодарского края. Вы знаете, для нас, для Это крымчан, тоже да, спасибо, для крымчан важнее, что вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак, который руководит оттуда, сверху, нашими крымскими делами, когда-то был во главе этого Южного федерального округа. Поэтому знает, как обстоят здесь дела, достаточно хорошо. Да, будем. Айдар Меметович, мына асада егер Женеби федераль округын алсақ, бұл 8 регион, олар арасында, мысалы olarak Калмыкия, Адыгея ве Крым Жұмхуриетлері ве бір сырада дигер областар бар. Біздер Крым татарлары үшін егер айтсақ, мысалы olarak онда Кавказ, Адыгея, онда Краснодар өлкесі. Біз тарихымыздан егер бақсақ, яқындыр біздерге, чүнки бізді тарих бағлай. Да, да, я просто переведу очень коротко, даже не переведу, а резюмирую. С исторической точки зрения, разве так далек от нас Кавказ, Краснодарский край для крымских татар, для крымчан? Вы можете отвечать на любом языке. Крым, татар, Жаруша. Ярым Краснодары өлкесі бір заманлары Крым для этого қатынында нужна будет не одна передача, потому что исторически действительно корнями мы уходим вплоть до Северного Китая. Если исторически взять... Я не думаю, что Владимир Владимирович удастся из Северный Китай присоединить к округу. Мы здесь сейчас рассматриваем это положительное явление, имеет вот присоединение двух округов, или отрицательное. Вообще, честно говоря, прогноз дела неблагоприятное в данном случае. Да, оно сложно сейчас предугадать, но, по-видимому, тот, кто занимался непосредственно вот этим объединением, они, наверное, просчитали и положительные, и отрицательные стороны. Мне кажется, вот мне не все объединения имеют положительный характер. Мы имеем уже такой пример. В Крыму все вузы объединили в один Крымский федеральный университет. Где вы работаете? Где мы сейчас работаем, да, пока работаем. Значит, поэтому, когда мы говорим, что все будет это положительно влиять или отрицательно, честно говоря, я не могу сейчас однозначно прокомментировать. По-видимому, в данный момент нужно было так. Мне казалось по-другому, здесь не упоминали. Все-таки же Крым находится под санкциями, под жесткими санкциями. Мне кажется, вот это объединение немножко поможет нам уйти, не полностью уйти. Вне всякого сомнения, санкции не снимут. А наоборот, мне кажется, эти санкции будут уже распространены и на Южный федеральный округ. Будет ли это иметь положительный эффект? Вряд ли я думаю, что будет положительный эффект. Бір сыра экспертлердің фикіріне көре, яғни бұл санкциялар
олар диге регионларга таркалмайжак. Возможно, я не могу сейчас Санкции. прогнозировать, Я но прошу мне прощения. кажется, наши внешние оппоненты четко наблюдают за тем, что происходит на территории Российской Федерации. Я думаю, у них тоже есть эксперты. Если Они позволите. просчитывают, просматривают. И заранее уже, я думаю, мы будем иметь в ближайшее время, мы будем иметь определенные последствия. Мне кажется так, это мое личное мнение. Возможно, я и не прав. Дай бог, чтобы я... Владимир Владимирович, я просто напомню телезрителям, они пока прислушиваются к нашему разговору. Напомню номер телефона. И я попросил бы режиссеров еще и написать его, все-таки он не такой простой. +7 978 917 3206. Сыза татарджи айтын, может быть, я хотя не сомневаюсь, что все татары знают русский язык, но на всякий случай повторим по-татарски тоже. Яғни мен білесем емінім ки шында сіздер экранларда көресіздерсіңіз 79-78 917 32 06 телефон вастасы или бізге суалерін бере білесіңіз. Тем более, что Айдар Мемедович, если я вас правильно понял, высказал мысль о том, что не все объединения иногда бывают успешны и необходимы именно в данную секунду времени. Правильно же я понял? Да? Да. Хорошо. Я Да, прошу пожалуйста. прощения. Дело в том, что это очень важное дополнение. Прозвучавшие здесь опасения, на них дан ответ. То есть, в данном случае ответ дан ясный и четкий. Первый из них по поводу санкций. Никакого распространения санкций на Южный федеральный округ не будет по определению по одной простой причине. Первое. Санкции введены против России. Это тоже очень важно понимать. Есть определенные ограничения для крымчан, но это имеется в виду, связано с тем, что не признают статус, что это россияне, а считают, что они являются украинцами. То есть, например, нужно переезжать для получения виз некоторых стран, далеко не всех, нужно ехать в Киев. Не более того, естественно, никакого И для тех, у кого есть украинский паспорт. Да, естественно, никакого отношения Южный федеральный округ, Краснодарский край, Ростовская область к этому не имеют. Это однозначный ответ был дан, это и разъяснение на уровне МИДа и руководителя страны. Владимир Николаевич, Важный да. момент. Важный момент. Просто еще одну деталь, и вы сразу ответите на это. Но тем не менее, насколько я знаю, те иностранные компании, иностранные суда, которые заходят на территорию крымских портов или компании работают здесь, попадают под санкции. Будут ли эти компании, суда, которые заходят в Новороссийск, это главный на сегодня южный порт Российской Федерации, попадать под санкции? Будут ли компании, которые работают в агробизнесе в Краснодарском крае, в крупнейших промышленных наших центрах в Волгограде, в Ростове, тоже попадать под санкции? Ответ однозначный. Нет. По одной простой причине. Но это же Дело в том, решают что- за рубежом, а не мы. Вы абсолютно правы. Но дело вот в чем. Дело в том, что подобные санкции означают не что иное, как объявление войны. Это очень громкие слова, но они звучат именно так. Вы ввели территориальные ограничения, связанные с Крымом. Какое отношение к этому имеют исконно русские территории? Поэтому здесь речь идет о том, что, взвешивая эти вещи, тут же идет один момент о том, что подобные санкции носят уже характер ни много ни мало объявления экономической военных действий. Во-вторых, что касается университета, по нему тоже никаких проблем нет. Крымский федеральный университет, говорят о том, что будет 2 федеральных университета на территории Южного округа. Никаких проблем. В России на территории Дальневосточного округа существует 2 федеральных университета, а на территории Северо-Западного округа фактически существует 3 федеральных университета. Эту информацию мне сообщил крымский исследователь ученый Олег Романько, потому что он как раз именно изучил этот вопрос, он сразу же об этом и сразу и вспомнил. О том, что тот же Санкт-Петербургский университет, федеральный университет, он третий университет в Северо-Западном округе. Спасибо большое. Это важный момент, который... У Николая Николаевича был или возражение, или дополнение, или По несогласие. поводу Да. санкций. Ну, понятно, что чужая фантазия не в нашей власти, и придумать можно и такие санкции. Но на самом деле это мы видим, как сейчас разворачиваются мировые события, которые приводят к тому, что даже санкции многие, если не будут отменять, на них начнут постепенно перестать обращать внимание. И они так будут немножко забываться там. Ну, конечно, если вдруг возникнет потребность, их снова можно вытащить из заднего кармана и сказать, а вот у нас что есть. Но, тем не менее, не так сейчас в мире уже разворачиваются события, чтобы санкции ужесточались. То есть перенос их на Южный федеральный округ, это означает ужесточение режима санкций. Фактически это придумывание новых санкций. Я не думаю, что это возможно. И это переход определенной границы суверенитета. определенной То есть, границы. если тут вы еще о чем-то можете спорить, то здесь
России. скажем так, ну, от успешной работы Новороссийского порта зависит не только экономика России, но и экономика очень многих других стран. Хорошо, успокоили. Есть, вы знаете, такая история, когда-то в одной из южных республик Советского Союза, которая получила независимость в 91 году и в начале 92-го, как и все другие республики, я разговаривал с людьми, простыми людьми, которые вдруг ощутили, что их вот этот большой южный город вдруг стал столицей, и их местная власть стала властью окончательной, абсолютной. И они сказали, а что, Москва не будет принимать решения? А куда тогда жаловаться? Так вот, люди, живущие в Крыму, в Ростов они могут жаловаться? Есть ли какие-то институты в Ростове, на которые можно пожаловаться, ну, если не решается вопрос, в Крыму или в Севастополе, такие случаи бывают, да? Или здесь они могли пожаловаться на каких-то местных руководителей, если вдруг, допустим, бывают случаи, руководители Крыма не решили вопрос. Они могли пойти к Олегу Евгеньевичу, если ходили, не знаю, и сказать, Олег Евгеньевич, вот то-то, то-то у нас закрывает, может, это неправильно. Сейчас они будут ездить в Ростов? Имеют ли на это право? Является Ростов такой жилеткой, куда можно плакать? Или это все-таки управленческое аппаратное решение, и даже не думать надо про Ростов? Все решается в Симферополе и в Москве. Да, пожалуйста, Олег Кизович. По специфике своей хочу сказать, что давайте не забывать, что в Республике Крым остается работать главный федеральный инспектор, который как раз и будет представлять интересы полпреда в Южном федеральном округе, и вся информация, которая будет попадать главному федеральному инспектору, будет направлена на полпреда. То есть в Ростов ехать не обязательно для того, чтобы донести какую-то информацию. Достаточно будет связаться с главным федеральным инспектором, который в свою часть является его функциональными обязанностями, ту информацию, которую он обладает, направить в полпредство и в администрацию президента. Поэтому для обычных жителей никак не изменится та ситуация, которая возникла в данный момент. То есть приемная будет президента? Конечно. Ну или главного федерального инспектора. Ну, тем более не забывайте о том, что у нас привычка какая за все это время. Кому жаловались люди? Аксенову и сразу президенту. Так что у нас получилось так, что... Функция полномочного представителя президента в федеральном округе, одна из направлений деятельности, контрольная. То есть, и поэтому, соответственно, можно я выскажу... контрольный институт, то туда люди будут Можно я выскажу крамольную взывать мысль? к контролю. Крамольную мысль, а вы меня вот сразу же осудите, да? Я думаю, а может быть, нам не нужны, ну, президенту, конечно, нужно, да, я думаю, нам, может, не нужны полномочные представители. Ну, вот смотрите, по любому поводу, я больше чем уверен, что Сергей Иванович Аксенов, когда ему нужно, возьмет телефон и позвонит Владимиру Владимировичу Путину. Я думаю, что нынешнему руководителю Севастополя ничего не стоит. Он бывший замминистра промышленности, да, промышленности и торговли, кстати, да, по промышленным или торговым делам позвонить своему бывшему начальнику, министру, да, или же вице-премьеру Козыку, которому подчинялось отчасти это министерство. А зачем тогда ему звонить в Ростов, уважаемому, как вы сказали, большому политическому тяжеловесу Владимиру Васильевичу Устинову? Может, это и не нужно? Простите, пожалуйста. Пока куда ж тогда назначать тех, кого снимать с должностей? А вы думаете, поэтому, да? Нет, так вы поддерживаете меня или выступаете против? Дело в том, что... Сейчас мы революцию устроим. Да. Я думаю, она закончится достаточно быстро, так как у нас нет повода для спора. Дело в том, что по поводу Севастополя, или то, о чем мы здесь говорим, о том, что здесь тоже преобразование достаточно мощное, но дело в том, что здесь же еще один аспект очень важный. Это происходящая прямо на наших глазах тихая кадровая революция. Перед нами уже второе поколение управленцев, которым, вот, собственно, новому сити-менеджеру, то есть, проще говоря, ну, по сути, исполняющему обязанности губернатора, еще нет 40 лет. И это те люди, и задачи, которые ему поставлены, сугубо профессиональные. Он должен наладить работу Севастополя как промышленного и военного центра. То есть, другими словами, мы видим, что здесь речь идет о функционале. Но вот есть один момент, вот в какой-то степени молодой уважаемый чиновник успокоил. Дело в том, что когда мы говорим об отрицательных причинах, об отрицательном эффекте ликвидации
полномочного представителя есть одна очень важная тема – межнациональные отношения. Дело в том, что представитель президента и представительство президента в Крыму, в Крымском федеральном округе, курировало и инициировало целый ряд очень серьезных проектов в межнациональной сфере, и нужно заметить, что у них интересный потенциал. Они неоднозначны, то есть некоторые, наверное, себя не оправдали, другие, наоборот, показывают свою очень высокую эффективность. И сейчас, когда происходит вот такая кадровая перемена, понятно, что часть сотрудников будет уволена, часть сотрудников будет искать работу, но тогда возникает вопрос, вот именно связанный с этими проектами, о том, что если они будут закрыты, получается, что снова эффект. Все закрыли, и теперь нужно будет на голом месте, когда придут новые, потом снова входить в дела и создавать. Вот это есть определенная опасность. Может быть, федеральный инспектор в какой-то степени снимет подобный эффект. Ну, так и произойдет, потому что вот, функция федерального инспектора, те проекты, которые успешно реализовываются на территории Республики Крым, они продолжат функционировать, но уже под его руководством, и я думаю, они будут дальше успешно работать. Евгений Владимирович, мы сейчас перейдем на рекламу, немножечко послушаем интересные рекламы, а потом продолжим разговор. Сусанна Халилова и Рустем Арифджанов, студия программы «Завтра», телеканал «Миллет», эксперты, политологи, представители Управления внутренней политики, Министерства внутренней политики и информации. Мы все обсуждаем плюсы и минусы вхождения Республики Крым в Южный федеральный округ. Мы напомним, может быть, телефоны. Evet, stüdyamızda telefonlar çalışa 79-78 917 32 06 telefon vasıtasıyla siz bizim subetimizge qoşula bilesiniz. +7 978 917 3206. Мы ждем ваших телефонных звонков, если у вас есть к нам вопросы. Если нет, мы продолжаем нашу беседу в этом тесном, но очень интересном кругу. Rustam Bey, benim sualim var. Aydır Mehmetoviç, kene de sizge. Yani bu sualim kene de bağlı olacak halkımızla, Kırım Tatarlarının. Aslında geçken sene kuzde meslektaşım Susana Bitulanyan bizler Şimali Kafkazga yol aldık. Ve gerçek desek ne zaman birinci keresi bu sondaydık. Çünkü evvel yılları bizim elbette yolumuz diğer tarafka bakaydı. Yani Şimali Kafkazga biz bir vakit düşmegen edik. Lakin parondan geçken son biz böyle birçok bilesiniz mi ayrette kaldık. Birçok halklar Şimali Kafkazda yaşayan halklar bizge tek dinden değil de tiller boyunca da çok yakındır. Onlar aslında mentalitet boyunca bizge çok yakın keleler. Cenubi Federal Okrugunda Adıge ve Kalmıkya Cumhuriyetlerinde sizler tillerin öğrenuf meselesini nasıl seviyede olardı? Çünkü Kırım Tatar tilinin öğrenuf meselesi de Kırım'da böyle birçok aktual ve kergin tura. Извините, пожалуйста, Айдар Михайлович, я просто тем телезрителям, которые пока еще не знают крымско-татарского языка, очень коротко расскажу, о чем спросила Сусанна Ханум. Ну, она рассказала об увлекательном путешествии своем, значит, с коллегой на Северный Кавказ. Но вопрос был в том, что в состав Южного федерального округа входят еще две республики, кроме края Краснодарского, кроме Ростовской области, Астраханской области, Волгоградской области, входят еще две республики. Два национально-территориального объединения государства. Это Республика Калмыкия и Республика Адыгея. И Сусанну Ханум заинтересовал вопрос, который для нас тоже, конечно, в Крыму непростой. Как обстоит дело с преподаванием национальных языков в этих республиках. Я хочу просто телезрителям напомнить, что в Калмыкии где-то около 50% проживает калмыков, а ситуация в Адыгейской республике, она ближе к нашей, там из всего населения 25% только адыги. Да. Пожалуйста. Вопрос немножко по-другому чуть-чуть звучал. Она спросила, как изучаются ли языки, близко родственные крымско-татарскому языку и малых народов, в том числе адыгейцев. Да, и этих. да. Значит, в одно время Крым ханлығы devrinde bu bütün territoriyalar Крым ханлығына кірediler. Карачайлар, Балкарлар, Шимали Кавказ.
Шуның үшін демек ем қарачайлар, ем балқарлар қырым татар тіліне пек якынлар. Мен башқа тілдерін алмайым, елбер бір үкіметте яшағанда, бір девлетте яшағанларда оларының адетлері, усуллары, киініші, барышы, мына шымды біз демек Авропа халықларынан бірлешкен сон, көресізім біздің киімлеріміз де деңішті, умымен алғанда урф адетлеріміз де деңіші, ана у заманлары шимал халықларының демек урф адетлері де у заманларда Қырым ханлығы да девірінде 300 ел девамында олар бір олып қалған еділер. Қарачай, балқар тілдеріне келгенде. Продолжим. Это просто ответим сейчас на телефонный звонок. Да. Спасибо большое, что позвонили. Слушаем вас. Буйру. Салам алейкум. Да, алейкум салям. Менің атым Мустафа, мен Симферопольдан, Ойле Суальба. Вот мы вступили в Южный федеральный округ. Как это повлияет? Может ли Крым и Севастополь объединиться в один регион? Замечательный вопрос. Мы обязательно на него ответим, да? Вы можете, если больше нет вопросов, положить трубочку. А наши участники подумают на эту тему. Но просто Айдар Аха продолжит. Он рассказал, опять же, для тех телезрителей, которые пока только учат крымско-татарский язык, он рассказал о том, что мы связаны с той территорией. Правда, это скорее касается, наверное, Восточного Кавказа, чем Западного, да? Потому Северный Кавказ. Северного, но он делится тоже на Запад и на Восточный. Вот те территории, чеченцы, абхазцы, это более Западный Кавказ. Да. Наши родственники, близкие родственники по языку, да, это карачаевцы, балкарцы, кумыки и ногайцы, да? Они живут все-таки ближе к Восточному Кавказу. На Северном Кавказе, но это вот восточная территория Северного Кавказа. Это Северо-Кавказский федеральный округ. Это Северо-Кавказ, когда-то он был Южным федеральным округом. Мы когда-нибудь сделаем отдельную передачу про наших очень близких родственников по языку. А есть ли у вас какая-нибудь информация, или пока нет, о том, как учат национальные языки в Калмыкии и Адыгее? Или мы это будем еще... У меня нет информации о Калмыкии и Адыгее, а вот о карачайце и балкарце мы с ними очень часто встречаемся на международных симпозиумах, на международных конференциях, которые, кстати, очень успешно проводят и карачайцы, и балкарцы в Москве. Буквально в 2014 году осенью они на базе Российской академии наук провели огромную конференцию. Она была международная конференция. Там приехали представители не только из Российской Федерации, но и из дальнего зарубежья, как мы принято считать, и ближние зарубежья, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и так далее. И там как раз ставились вопросы изучения вот этих карачайского и балкарского языка. Их история, их этногенез и так далее. Там у них, правда, работают хорошие спонсоры. Это бизнесмены финансируют подобные конференции. Не государство принимает прямое участие, бизнесмены. Вот нам тоже нужно будет подумать о проведении подобных конференций. Кстати, воспользуясь случаем, я скажу, с 13 по 15 сентября в этом году мы на базе Крымского федерального университета проводим всероссийскую конференцию, посвященную языкам тюркоязычных народов Крыма. Спасибо большое, но это не значит, что я ухожу от вопроса, который задал нам наш телезритель. Насколько я помню, высказал опасения. Если нас так быстро в один прекрасный летний вечер перенесли из Крымского федерального округа в Южный федеральный округ, не может ли такое случиться и с городом Севастополем? Да? Это же самый маленький субъект федерации, насколько я знаю. Там 400 тысяч населения, раз, и он оказывается в составе Республики Крым. Нет, уважаемый Рустембей, дело вот в чем, отвечая на вопрос нашего телезрителя. Крым и Севастополь являются субъектами Российской Федерации, чей статус закреплен в Конституции. Следовательно, для того, чтобы объединить их, необходимо изменить Конституцию Российской Федерации. Не говоря уже о том, что это особая процедура, еще должен быть и второй важный момент, а для чего это делать? И вот тут мы как раз сталкиваемся с тем, что целесообразности в объединении двух этих федеральных образований, как ни странно это звучит, нет на настоящий момент. Не говоря уже о культурно-социальных отличиях, все эти годы, да не только всю свою историю, Севастополь всегда был городом не просто военной базы, не просто крепостью, он был городом всегда центрального подчинения. И там за эти века, то есть за эти 2 столетия, все-таки это не просто так, о том, что есть определенное севастопольское самосознание. И сейчас, в настоящий момент,
момент перед ним стоят особые специфические задачи, которые он будет решать именно в своих, то есть которые перед ним поставлены. Поэтому говорить об объединении этих двух образований пока что для них нет никаких оснований. Спасибо большое. Да, Николай Николаевич. Современная Россия знает примеры ликвидации субъектов федерации, объединения субъектов федерации, но это касалось каких ситуаций? Комик-Пермякский округ. Комик-Пермякский, там Агино-Бурятский, Корякский округ, еще там... Ивенкийский. Да, это касалось округов, скажем так, довольно малонаселенных и отсталых в связи с природными причинами. То есть это какая-то глушь, леса, тундра там и так далее. А они, в свою очередь, присоединялись к гораздо более высокоразвитому субъекту и формировались вот современный Алтайский край, Камчатский край, Забайкальский край, да. Забайкальский край и так далее. То есть это была управленческая процедура такой оптимизации деления, ликвидации каких-то таких субъектов федерации, существование которых не очень целесообразно. А сейчас мы видим, скажем, Севастополь как минимум не хуже развит, чем Республика Крым, а в связи с своим отдельным компактным положением в среднем даже получше развит. Плюс это все делалось в результате референдума. К этим референдумам пришла серьезная подготовительная работа. Но я никогда не поверю, севастопольцы это такой своеобразный народ образовался, который с таким любовью к своему городу и с таким определенным самомнением, что они согласятся с такой... Вечное соперничество Москва-Питер, Симферополь. Ну, вы знаете, да, уважаемые политологи, дело в том, что я больше севастополец, чем крымчанин. Вот я смотрю на вас всех, они не захотели ли вас съесть на завтра? Нет. Поэтому я, может быть, и понимаю вопрос. Никому не позволяли себя съесть, и подозреваю, что, да и сейчас, как говорится, для этого нет никаких оснований. Тут еще один момент, он, кстати, важный. Сейчас я вам дам слово. В 1994 году, в 1995 после выборов при первого президента Крыма была ситуация, когда представители Севастополя входили в парламент Крыма. Причем даже тогда, в связи с тем, что и Конституция только лишь разрабатывалась, и еще многие вопросы были неясны, то этот вопрос, он как бы остался тогда непроясненным, хотя его вспоминают о том, что севастопольцы некоторое время участвовали. Но затем, когда с законодательной, с правовой точки зрения все было установлено, это исчезло. То есть был один такой момент, но это было не объединение. Это было спасибо большое. Спасибо. Есть телефонный звонок. Киев извините, пожалуйста, да, Андрей Ильич, ответим на звонок телезрителям, да? +7 978 917 3206. Мы слушаем ваш звонок. Да, пожалуйста. Буйрнус. Так, селям алейкум. Алейкум селям. Именов Руслан, Ахьярдан. У меня такой из Севастополя как раз. Буйрнус. Вопрос специфический. Будет ли приведена Конституция Крыма в соответствии с конституциями национальных республик Южного федерального округа, имеющих специфические национальные ориентированные статьи? Да, спасибо большое за вопрос. Да, спасибо. Я знаю, не наизусть, к сожалению, и Конституцию Республики Калмыкия, раньше она называлась «Степное уложение», да, и Конституцию Республики Адыгея, да, специфическими статьями они тоже не блещут. И там речь идет о многонациональном народе этих республик, как и в Конституции Республики Крым. И в Республике Адыгея, и в Республике Калмыкия провозглашаются языки русский и калмыцкий, соответственно, русский и адыгейский языками государственными. Других пунктов, вот если честно, я не заметил, точно так же, как и в конституциях многих других республик. Я знаю, например, Конституция Республики Корея, тоже национально-территориальное государство, там написано, что государство, Республика Карелия руководствуется тем, что на ее земле проживают карелы, вепсы и так далее. Но
карельский язык не является там государственным. Скажем, в Конституции Республики Хакасия говорится только о том, что хакасский и русский язык являются государственными языками. Я не увидел там специфических статей. Давайте мы сделаем вот что. Спасибо вам за вопрос. Он не совсем по теме нашей передачи, но он очень интересен. И мы, наверное, с Сусанной Ханум просто отдельно посвятим этому наш прямой эфир и поговорим о том, как выглядят конституции остальных республик в составе Российской Федерации, те, которые мы называем национально-территориальными, да, и сравнивать с Конституцией Республики Крым. Огромное спасибо за вопрос. Мы вернемся к сегодняшней теме. Да, пожалуйста, Эрвин Бей. Да, хотел сказать по Севастополю, Да. что тот формат, субъектовый формат, который он имеет, заложены именно национальные интересы. Это в первую очередь не экономические, не территориальные, а национальной безопасности, национальных интересов. Да? И вот Владимир Владимирович показал нам в 2014 году, что национальные интересы, они превыше всего, превыше экономических там, и других интересов. Да? И именно тот статус, который Севастополь имеет, там заложены национальные принципы, да, и этот статус будет сохранен, потому что это в национальных интересах. И это первый момент, который всегда будет иметь значение. Ну, я знаю, что, по мнению ученых-юристов в Москве, который я советовался, все-таки Республика Крым – это государство. Поэтому у него Конституция, и поэтому как государство Республика Крым может устанавливать, кроме русского, и другой язык государственным. В данном случае украинский и крымско-татарский. А город Севастополь, город федерального подчинения, у него нет и не может быть Конституции. У него только я не за устав. Конституцию, я за объединение Севастополя говорил и Республики Крым. То есть я не Конституции касался, а именно того статуса, который Севастополь имеет на данный момент. Ну, в общем, будем надеяться, что мы не будет, жителей Севастополя успокоили. Да. Да, хотя вы, крымчане, такие большие, у вас 2 миллиона, а нас полмиллиона. Мы все время опасаемся. Мы кушать не шучу, будем, конечно, шучу. Нам есть тут что. Но вернемся к нашим вопросам. Итак, кто-нибудь может мне рассказать, какие мы экономические выгоды можем приобрести от того, что мы вошли в Южный федеральный округ? Я, например, очень беспокоюсь. Вот, хочется говорить о выгодах, я почему-то беспокоюсь. Но вот город Сочи, город Туапсе, город Геленджик, да? Адлер. Я знаю эти города, я знаю, как они выглядят. Да и многие, может быть, тоже бывали там. Город Ялта, Гурзуф, Гаспро, Алушта, Алупка. Мы знаем, как выглядят эти города. При Советском Союзе Ялта была всесоюзной здравницей, Сочи всероссийской. Ялта была, по-молодежному говоря, круче, чем Сочи. Там даже вот, если были построены летние театры, они строились одинаково. Гостиницы «Жемчужина» и гостиница «Ялта». Ялта была круче, сейчас не круче. Они наши соперники в развитии туризма, может быть, даже больше, чем турецкие курорты. Став в одном округе, в Южном федеральном, это хорошо или плохо для развития нашего туризма? Кто ответит? Да, пожалуйста, Николай Николаевич. Можно сказать, скажем, немножко шире на это посмотреть. Вот здесь уже упоминалась передача об неких исторических корнях. Дело в том, что Крым исторически всегда очень тесно взаимодействовал, всегда тесно был связан и с Кубанью, с Доном, с Нижним Поволжьем. Там об этих исторических взаимодействиях можно отдельную целую лекцию читать, и, наверное, не одну. Так что пока просто констатируем этот факт. В результате вхождения в Южный федеральный округ мы получаем определенный ресурс взаимодействия с этими регионами. Гораздо, Краснодарский край, который лежит по ту сторону очень узкого Керченского пролива, который всегда очень легко переходился, это один из самых высокоразвитых регионов Российской Федерации. Краснодар – это не город, который за последние 20 лет из 500-тысячного стал почти миллионным, с пригородами. И это один из немногих субъектов, который является донором. Да. Не имея при этом каких-то нефтяных скважин, колоссальных, еще что-то, каких-то природных ресурсов особенных. Это мы получаем возможность взаимодействия с ними и получаем неопределенные взаимодействия, это всегда и взаимодополняемость, и определенная конкуренция, как вы сказали. Не задавит?
Ну, понимаете, они конкуренция, больше конкуренция нас, это то, сильнее что нас. стимулирует к развитию. Ну, пока не задавили, у нас с каждым годом туристов больше и больше сейчас, так что пока не задавили. Но это будет именно стимул для развития. И не только с туризмом. Дело и с очень таким высокоразвитым аграрным комплексом Кубани. Это взаимосвязь. Николай Николаевич, продолжим. Ответим на звонок телезрителя, если можно. +7 978-917-3206. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне очень нравится ваша дискуссия. Вы знаете, Путин очень умный, хороший человек. Но почему он сделал Южный федеральный округ? Потому что сколько денег выделялся в Крым, все разворовывается. И главное, никто не знает, куда она уходит. Это просто как смотрящего поставили. Он очень умный человек. Бывший прокурор очень умный. Здесь немножко будут меньше, потому что одни и те же улицы ковыряют и стелят новый асфальт, а другие вообще остаются, ноги положишь, колеса Спасибо поломать. большое. Да, мы услышали ваш вопрос. Так нельзя. Да, воровать вообще нигде нельзя. Ни в Южном федеральном, ни в Крымском, ни в Сибирском, куда Меняйло уехал, и ни в Северо-Кавказском, где у нас наш знакомый Олег Евгеньевич Белявцев. Нигде воровать нельзя. Вопрос правильный. Просто не совсем к теме нашей передачи, да? Каждому воздастся. Да. Время придет. Конечно, И конечно. даже очень быстро. Не забудьте о том, что за 2 года в Крыму сменилось, там в процентном соотношении практически 21 руководитель различных ведомств в Крыму теперь уже новый. А во-вторых, это очень важный тоже такой момент, простите, вы хотели... Я просто одну фразу скажу, которую любит Владимир Владимирович, иногда говорит, а где посадки? Посадки, где, говорит, он прокурором и следователем, да, хорошо, что снимает людей. Функция не федерального забудьте- округа, она еще контрольная функция. Вы не забудьте Ну, еще об одной маленькой детали, которая была очень неприятна. Дело вот в чем. До настоящего момента Крым, 85% крымского бюджета являются дотациями. То есть это ключевое отличие от фантастически богатого и работоспособного Краснодарского края, который является донором. Крым находится на дотациях. И задачи, которые были поставлены здесь, во многом связаны с тем, чтобы здесь возникла совершенно другая экономическая система. Это Владимир специфика. Владимирович, да, спасибо большое. Просто когда звонки, вы извините, мы все с Сусаной Ханом вас очень ценим, любим, уважаем, но телезрителей тоже очень уважаем. Пожалуйста, у нас есть телевизионный звонок телефонный. Слушаем вас. Здравствуйте. Нет уже телефонного звонка, видимо, да? Алло. Алло. Ну, не получилось, не дождался телезритель. Вы можете перезвонить еще раз. Извините за то, что так получилось, но только большая просьба к телезрителям. Да? Мы обсуждаем проблемы вхождения Крыма в Южный федеральный округ. Проблемы воровства. Готовы посвятить отдельную передачу в любое время, как только соберемся. И прочие другие проблемы, да, обязательно будут освещены. Я вас прервал, да? Извините, Извините, пожалуйста. Рустам Бey, видите ли, в чем дело? Дело в том, что этот звонок был не просто так. Он отразил еще одну психологическую особенность людей. О том, что вот мы пережили настолько фантастический взлет в 2014 году, что вот это вот ощущение своеобразного чуда и счастья, которое мы пережили, мы хотели бы видеть, чтобы такие же преобразования продолжались дальше. И Чтобы все стали честными, белыми, пушистыми, да, как и поэтому ангелы. во многом, конечно, люди испытывают разочарование, что темпы преобразований Крыма, конечно же, это уже признается, не соответствуют действительности. Ну, во-первых, на самом деле задачи оказались намного более сложными. То есть выяснилось о том, что в Крыму такое количество проблем за 25 лет накопившееся, то, что осталось, это осталось от Советского Союза, не от Украины, это осталось от Советского Союза. Только в последние годы существования украинского государства здесь прошли какие-то преобразования по модернизации. Сейчас видно, что приходится создавать практически заново. И вот одна из причин произошедших перемен состоит в том, чтобы придать этому импульс. То есть, Спасибо. другими словами, Мы вас что делать услышали. здесь. Еще один телефонный звонок. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, не получается дозвониться, может быть, что-то у нас с телефонной связи. Ильин Казимович, вы извините, как только я хочу дать вам слово, нам звонят и не дозваниваются. Да, пожалуйста. Ну, во-первых, хотел отметить момент, что вот когда я готовился к этой передаче, вот один из положительных, вот действительно таких больших жирных плюсов, можно так сказать, это перенять тот опыт, который имеет Южный федеральный округ именно в сфере инфраструктуры. Потому что то состояние инфраструктуры, которое мы видим в Южном федеральном округе, это достаточно очень высокий уровень для не только России, но, наверное, и Европы тоже. Потому что чистота, дороги, там, ну, вообще вот вся сфера инфраструктуры, жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, то есть это поражает. Евгений Казимович, не преувеличивайте. Жизнь Да, мы не очень дорого. много сделали для города Сочи. Мы это вся Россия, да? На 2014 год мы очень много потратили сил, времени и средств. Но, тем не менее, то, что сделали, великолепно. Телефонный звонок, да, пожалуйста, вы наконец дозвонились. Слушаем вас. Алло. Алло, да. Да, говорите. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос это вот, льготы реабилитированным, это они как останутся такие же или как-то изменятся? Да, спасибо большое за вопрос. Я знаю, что эта тема волнует всех крымских татар, болгар, немцев, армян, итальянцев, кого не перечислю, греков. Будем говорить на эту тему, но если можно, не сегодня, потому что мы сегодня обсуждаем другую тему. Но могу сказать одно. Льготы останутся теми же самыми. Ничего от перехода Крыма в Южный федеральный округ не изменится. Выдаваться будет там же, теми же людьми. Единственное, что хотелось бы, это, правда, от перехода в другой округ не зависит, хотелось бы, чтобы это делалось побыстрее, без излишнего бюрократии и покачественнее. Потому что люди, которые это получают, это люди, которым больше 60 лет. Потому что младше 60 же не получают справки, да? Больше 60, они и так настрадались. Вот, но это уже не к вам, конечно, обращение. Дело здесь не в справках. Справки выдают. Дело в том, что делать с этими справками. Вот здесь проблема. Айдар Леонидович, если эту тему мы начинаем, мы обязательно обсудим на каком-то... Да. Если у нас нет телефонных звонков, да, мы продолжим разговор здесь. Вы завершили свою мысль? Ну, да? еще как экономист бы хотел про экономическую часть, что вот именно наше вступление в Южный федеральный округ даст колоссальный потенциал Республике Крым. Потому что Республика Крым обладает действительно колоссальным потенциалом, который не может реализовать в последнее время. И вот именно живая конкуренция, взаимоотношения с такими сильными субъектами Российской Федерации, как Ростовская область, Краснодарский край, позволит нам качественно повысить нашу экономику, привлечь инвестиции, вот это не очень важно, да, и начать развивать именно саму экономику, потому что пока Крым не станет самостоятельным, да, экономически свободным субъектом Российской Федерации, очень сложно говорить о дальнейшем нашем именно развитии как субъекта Российской Федерации в составе Российской Федерации. Спасибо. Да, Суаль, телефонный звонок, телезрители. Алло. Слушаем вас, говорите. Buyurunuz. Buyurunuz, biz sizni dinleymiz. Это... Представьтесь, откуда вы. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Если можно, чуть быстрее, говорите. Да, город Симферополь, Динов Рустем. Хотел сказать на такую тему, что вступили мы в Южный федеральный округ рановато, конечно. Потому что пока не отменены санкции, пока нет моста, тот же бензин на 2 рубля дороже у нас. Тех же банков нет нормальных, как Сбербанк России. Мы находимся в плохом положении пока еще. Спасибо большое. Не можем в одну ногу шагать. Да. Понятно, что вы хотели спросить. Действительно, а не рановато ли мы попали в состав Южного федерального округа? Да? Может быть, кто-нибудь мне ответит. Нам до Ростова добираться, пока без моста. Представляете, как долго? Сейчас, подождите, не сразу отвечайте. И бензин нет. И бензин туда, чтобы добраться. Чиновник тоже человек. Чиновнику прежде всего придется ездить в Ростов. Это не так, что перейти на другую улицу и оказаться, значит, в полпредстве. Ответьте, сейчас мы покажем нашим телезрителям небольшой рекламный сюжет, да, а потом ответим и на этот вопрос.
Итак, вопрос, который перед рекламой прозвучал, а не рано ли мы вступили в Южный округ, когда у нас транспортные связи с Ростовом еще не налажены, моста нет. Да, пожалуйста, Леонид Владимирович. Как представитель Министерства внутренней политики, информации и связи... Вам придется туда ездить, наверное, да? Не, зачем? 21 век на дворе. Из личного опыта хочу сказать, что где-то буквально 4 месяца назад под руководством Полонского Дмитрия Анатольевича мы ввели такую систему, как видеоконференц-связи, и ввели ее системно. То есть каждую среду Дмитрий Анатольевич вел видеоконференц-связи с муниципальными образованиями Республики Крым. Это когда система подключается к видеоконференц-связи, и сидя у себя, руководитель муниципального образования участвует в совещании. То есть ему не нужно было ездить, ему не нужно было тратить время, финансовые ресурсы, это бюджетные деньги, да, и он мог за час побывать на совещании в Симферополе и при этом минимальные затраты. И мы доказали эффективность видеоконференц-связи, глава республики, оценив их, тоже подключился к этой работе и систематически, то есть каждую среду начал их проводить под своим руководством. Потом была настолько эффективная отдача от муниципальных образований, то есть они могли больше времени тратить на свою работу, да, и выполнение своих прямых функциональных обязанностей, что глава вел видеоконференц-связи в субботу, в воскресенье, да, и... Леонид Владимирович, у нас есть телефонный звонок, но просто короткий вопрос и короткий ответ. Большой молодец Дмитрий Анатольевич, привет ему, но мне хотелось бы узнать, кроме вашего министерства, ведь вы же еще информатизацией занимаетесь не только собственного министерства и Сергея Валерьевича. Другие министерства, вы помогаете ввести такую же систему? Естественно, эта связь работает в Совете министров. Понятно. Вот. И к этой системе подключены все министерства. То есть мы сделали связь, когда достаточно ноутбук, министру открыть ноутбук, подключить высококачественный интернет. Замечательно. И, видимо, так вы будете защищенный канал. Да, и это очень... Спасибо. Бензин сэкономит. Да, пожалуйста, есть телефонный звонок. Но денег не получат, пока глаза в глаза не посмотрят, денег... Ну, по-разному бывает. По-разному бывает. Да, мы слушаем телефонный звонок. Пожалуйста. Виртуально. Да, говорите, пожалуйста. Слушаем вас. Алло. У меня вот такой вопрос. Даже если мы в Южном будем... Ну, этом округе, мне все равно. Главное, что у нас очень мало рабочих мест. Когда это будет налажено? Где развитие какой-то... Вот. Экономика. Да, спасибо, мы вас услышали. К сожалению, да. Консервные заводы. Да, я услышал вас, и наши эксперты тоже услышали, готовы ответить. Просто на будущее, и вам, когда будете звонить, нам приятен ваш звонок, и другим телезрителям, когда вы говорите по телефону, отходите от телевизора, и нам будет лучше вас слышно. Да, пожалуйста, вы же готовы ответить, да? О, давайте я дам слово Александру Ивановичу. Александр Иванович, вы давно у нас не говорите, извините. Значит, вот я обращу внимание особое на то, в чем Крым превосходит и Краснодарский край, и все другие субъекты. У меня аж плечи расправляются, у вас тоже же, да? Это. Вот я в субботу был в Евпатории. Это же рай для детей. Сколько там сейчас пустых лагерей. Когда мы слышим... Ну почему-то вот я люблю ходить пешком и шел вдоль этой линии от Майнак до... Вот. Это первое. И второе. Вот в советские времена в Крыму было много птицефабрик. Значит, были очень дешевые куры. Вот сейчас в одном из супермаркетов Симферополя, значит, люди с утра ждут краснодарскую курочку, которая стоит 99 рублей. Ну, а если присутствующие бывают в магазинах и на рынках, и знают, сколько стоят наши куры. Значит, я бываю в Красногвардейском районе, там живет моя мама. Сколько там пустых полей, сколько заброшенных виноградников, садов. Крым – это рай. Александр Иванович, вы сейчас вот воодушевили меня, сказали, что чем выгодно мы отличаемся, и тут рассказали про пустые лагеря, про то, что птицы покупают краснодарскую, а не нашу, пустых мест много. Их надо заполнить лагеря, а детей кормить нужно, кстати, и продовольствие надо наше крымское. Вот положительный момент санкций какой. Я люблю вообще ходить на рынок. Раньше покупаешь сливы, покупаешь
Ну вот прокололся, я недавно купил нектарин чилийский. Он никакой. Бахчисарайский в 100 раз лучше. Ну пока ты везешь из Чили в нектарин, конечно, попал на никакой. цену, да. Так вот, сейчас покупаешь и на 90% уверен, что это наше крымское, что это наше вкусное, что это наше родное. Вот. Соответственно, и для образования заказ на пионервожатых. Вот в пионерских лагерях работают пионервожатые, в том числе из Ростова, со всей России работают. А где наши пионервожатые? Надо педагогическое образование возрождать. Для того, Понятно. чтобы обеспечить Сейчас рабочим да, есть еще один малый телефон. и средний Да. бизнес надо поднимать. Вот малый и средний бизнес. К великому сожалению, у нас в Крыму на это никто не обращает внимания. У нас нет фермеров. Здесь правильно говорили. Фермы пустые, рабочих нет. А для того, чтобы создать эту ферму, нужен какой-то первичный Шынды капитал. махсус грантлар бар Айдар Меметович кой хожалыгын әзірлігінде ве бір чоқ инсанлар бұл грантларды елде етелер ве файдаланалар. Мен бұны білем. Ве олар арасында пек чоқ қырым татарлары да бар. Мы слушаем вас, договорите. Алло. Селям алейкум. Алейкум селям. Вас беспокоит из Гизлева. Да, да. Вот скажите, пожалуйста, вот после вхождения в состав Южно-федерального округа жизнь к лучшему изменится в Евпатории? У нас дорог вообще нету. Да, спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Я хотел бы сказать, что, наверное, все изменится. Все когда-нибудь изменится к лучшему. Но это не зависит от того, в Крымском или Южном федеральном округе. Хотя вот есть ответы. И на предыдущий вопрос, может быть, вы вместе ответите комплексно. Дело в том, что вот вы задали, вот как с присущей вам интеллигентностью и восточным коварством. Не надо меня хвалить. Вы задали правильным коварством, да. Я сказал о том, что задали правильный вопрос по поводу конкуренции. Вот это слово является ключевым. Дело в том, что реально Крым, как я уже говорил, только лишь создается в тот момент, когда мы имеем дело уже с высокоразвитым регионом. Например, у нас основная часть происходит вот именно в подсобных хозяйствах. То есть это даже не фермеры. Это именно люди, создающие для себя сельхозпродукцию, которая позволяет им выживать. В тот момент, когда Краснодарский край уже перепрыгнул на другой уровень, и у него это уже громадные комплексы, в которые включены в овощной сфере. И вы знаете, в результате у нас возникает, вот был тоже хороший вопрос, вот это не слишком ли рано мы входим. Может быть, мы рано, но значение это уже не имеет. Нужно когда-то учиться плавать, и сейчас это должно происходить именно здесь. Вот, например, зимой в Крыму была критическая ситуация, связанная с обнаружением, подозрением здесь на африканскую чуму свиней. Выяснилось о том, что там не все так однозначно, но если бы было принято решение, просто не разобравшись, а вот так рубанув шашкой, то получилось бы, что сельское хозяйство целых регионов, да и практически всего Крыма, в некоторых сферах исчезло бы. И здесь просто невозможно было бы ничего развивать. Потребовалось вмешательство, тут нужно заметить, и наших местных руководителей. Разбор полетов был достаточно серьезный, и в результате удалось отстоять, разобраться о том, что на самом деле опасность была преувеличена. Таким образом, конкуренция, конечно, подразумевает, что нужно отстаивать свои права и защищать их. А остальное уже, конечно, будет зависеть от того, что было сказано, о том, что мы прошли слишком серьезный путь деградации, деиндустриализации. И реально проблема, например, в тех же самых регионах, как мы знаем, все, кто находится возле моря, одна. И люди живут за счет сезона, потому что других способов работы, других рабочих мест там нет. И вот их именно нужно создавать за счет реконструкции, которые... Спасибо большое. Есть телефонный звонок, а потом обязательно Николай Николаевич вам. А может, вы ответите, если вопрос покажется вам интересным. Да, слушаю вас, был. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Римарцев Валерий Иванович, город-герой Севастополь. Да, спасибо. Член партии «Единая Россия» с 2002 года. Отлично. Значит, вы гражданин России с тех пор. Слушаем вас. Да, я давно уже оттуда. Я просто хочу спросить у вас. С вхождением в федеральный округ у нас наша крымская торговая мафия может маленько успокоиться в ценах? Или будет дальше продолжать такую же работу, с которой народ, обнищавший, уже не знает, как с ними бороться? Спасибо большое. Ну вот, не знаю, насколько по теме или нет, но спасибо, что позвонили. Наши телезрители тоже немножко хитрят. Они задают наболевшие вопросы, но впереди делают типа как эпиграфа с вхождением в Южный федеральный округ. Николай Николаевич. Скажем, тот высокий уровень розничных цен, который существует в Крыму,
он обуславливается какими факторами? Это действительно вот эти трудности транспортной логистики, которые будут постепенно преодолеваться. Это отсталость собственного производства, которая, вот, ну, скажем так, убивалась всегда более дешевой продукцией с Украины. Тоже наше овощеводство и там, молочное производство и так далее. Но для того, чтобы его возобновить, нужно, опять же, время и вот как бы развитие. И третье – это развитие некой бизнес-инфраструктуры, то есть конкуренция бизнеса и так далее. Ну, здесь, возможно, проще будет заход некоторых крупных там, торговых сетей в Крым, и которые, соответственно, создадут конкуренцию и приведут к снижению цен. Но мне бы хотелось отметить еще один такой вопрос. Предыдущий звонок, там опять же было о дорогах, да? Я вот сейчас не сделаю такой некий переворот. Короче, у нас есть еще один звонок. Ну, смотрите. Один из... Что такое Южный федеральный округ, в принципе, для Крыма? Это некий ресурс. И какой ресурс? Дело в том, что одним из направлений работы полномочного представителя в федеральном округе, то есть официально зафиксирован в указе президента, является реализация кадровой политики. Вот в этом плане, то есть у нас как бы округ варился немножко сам в себе и замыкался непосредственно на Москву. Ну, с Москвой как-то кадровая коммуникация не очень получалась хорошо. А Южный федеральный округ рядом, условия жизни примерно похожие. И работа в рамках Южного федерального округа поможет решить некоторые кадровые вопросы. И один пример мы уже имеем прямо сейчас. Это новый министр транспорта. Это министерство болезненное очень. Сколько там, 3 или 4 поменялось министра, да, за этот период. И ему подведомственно именно дороги, транспортная логистика. И у нас сейчас новый министр, и он откуда? Он из Кубани. Ну, вы знаете, в Севастополе министр культуры тоже с Кубани, до этого она была министром культуры Краснодарского края. Не знаю, как новый глава города-героя Севастополя захочет ли, чтобы с ней работать или нет, но при предыдущем губернаторе прямо с теплого места министра культуры Краснодарского края она переехала в город Севастополь. У нас есть телефонный звонок. Спасибо, что позвонили. Слушаем вас. Алло. Да, пока звонок сорвался, может, там перезвонит. Вы знаете, ваше замечание про то, что во всем виновата логистика, к сожалению, не во всем. Я человек, ну, практически не пьющий, но иногда покупающий. Гости как-то приходят, спиртные напитки. Я заметил, что крымские вина и крымское шампанское в Москве – это за 1750 километров от Севастополя, да, от Инкермана, допустим, винного завода, стоит на 70, 90, 100 рублей дешевле, чем в 200 метрах от завода Инкерман. В самом городе Инкерман. Это вот бизнес-инфраструктура. Какая логистика? Нет, логистика – это один из факторов. Второй – это конкуренция торговых сетей. Вот она у нас очень недостаточна. Вы опять ударили абсолютно в точку. К сожалению, наш зритель из Севастополя прав. Уже неоднократно говорилось о том, что мы имеем дело со сговором действительно в торговле, о том, что здесь люди пытаются, то, что называется, и тебе хорошо, и мне хорошо, но проблема только в том, что расплачиваемся за это мы, потребители. И здесь как раз единственный инструмент – это государство, антимонопольная служба, которая имеет полное право воздействовать на это и ограничивать подобные вещи. Кроме того, не забудьте, это же и дальше раскручивается. Помимо торговли и цен, которые все признают о том, что это уже уровень Москвы и Петербурга. То есть это не уровень Южного федерального округа и Краснодара, это в некоторых вопросах даже выше. Но если в Ростове окружная антимонопольная служба? Нет, у нас же есть свой комитет. Будет ли он федеральный комитет, который является представителем федерального органа, который будет располагаться в Ростове. Но суть в другом. Как экономист, то есть происходит конкуренция. Да, и мы не можем в антимонопольную службу там говорить, если у вас есть желание покупать этот продукт по такой стоимости, пока не будет предложения по заниженной стоимости такого же продукта, да, и вот именно вступление в Южный федеральный округ позволит сюда пригласить кубанских производителей, которые будут предлагать курицу по 99 рублей, и тем самым сбивать те цены и тот низкий моральное качество, которое позволяет тогда разорится наш крымский фермер.
Не пострадает, он войдет в конкуренцию. И он такая будет торговая вынужден, наценка, что... Да, он просто будет вынужден что работать в фермер конкуренции. Пока не будет живой конкуренции, которая будет заставлять фермера изыскивать новые способы снижения себестоимости продукции, мы не получим снижение. Но, правда, здесь цены. есть один момент. Вот тоже, вот вы сказали как раз об алкоголе. Не секрет, что для алкоголя необходима закуска. Я не хотел много говорить про алкоголь. Ему необходима закуска. И одна из самых распространенных закусок, как известно, это сыр. И все отмечают о том, что тот сыр, который мы кушаем, явно очень, мягко говоря, невкусный. Причина состоит... Но тут можно лишь порадоваться тому, что, оказывается, это все-таки не Крым виноват. Это оказалось, что в масштабах всей России объемы производства выросли, точнее, объемы потребления остались прежними, а производство до него не дотягивает. И поэтому стали завозить кокосовое молоко, пальмовое масло, из которого и производят. Правда, в результате получается, что оно невкусное. Вот мы как бы здесь с этим сталкиваемся. Это уже такие специфические вещи, которые, конечно, должны решать. Ну вот, будет у нас своя мясомолочка, тем более, что она более выгодна с учетом дефицита воды. Ну, наверное, будут шикарные сыры. Владимир Кадымович, Оно секрет не только раскрою. невкусное, но оно еще вредное, это пальмовое масло. Да. Ну, говорят. Правда, президент Индонезии, по-моему, Малайзии, премьер-министр Малайзии, встречаясь с Владимиром Владимировичем Путиным, все время ходил за ним на какой-то большой международной встрече, все время говорил, хочу поговорить про пальмовое масло. Потому что один из главных предметов экспорта этого государства, мусульманского, это пальмовое масло. Вы знаете, вот что я хотел сказать. У нас осталось 15 минут до завершения нашего прямого эфира. Давайте мы попробуем сейчас пройти один круг, каждый выскажется, да, ну, покороче, чтобы мы успели, что он считает самым главным. Положительным или отрицательным, неважно. Самым главным от того, что произошла эта, ну, на мой взгляд, аппаратная, а может и не аппаратная, вот такая перемена. Да? Ну, давайте начнем с вас, или хотите... Нет, давайте, пожалуйста, Айдар. Вы совершенно правильно сказали, аппаратное здесь или не аппаратное, но, по-видимому, мы находимся все-таки же в 21 веке. И когда происходят такие глобальные изменения, как правило, спрашивают у населения. В некоторых государствах цивилизованных проводят референдумы. Очень жаль, что мы узнали об этом, утром проснулись, и мы уже в другом географическом территориальном измерении. Это первое. По-видимому, это воспринимается как-то, ну, не очень серьезно. Это первый вопрос. Второй вопрос. Выиграем мы от этого или проиграем? Мне кажется, поживем, увидим, узнаем, что к чему. Но мне здесь, кажется, имелось в виду, вот я вспоминаю Жириновского, его наставление о том, чтобы не создавать округа, а он предлагал создавать губернии. Там действительно исчезает национальное объединение, и там все сглаживается и так далее. Если мы идем по этому пути, мне кажется, именно по пути Жириновского идем. Опять-таки, поживем, увидим. Спасибо большое. Я не буду как-то комментировать, да и не хочу, и не буду, хотя с некоторым положением я не согласен. Александр Иванович, прежде чем предоставить вам слово, значит, уважаемые телезрители, всем спасибо за ваши звонки. Это последний звонок, который мы от вас принимаем, поэтому слушаем этот звонок, а дальше уже, ну, поговорим в следующий раз. Слушаем вас. Алло. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Оксана, я из Симферополя. Меня интересует, сохранятся ли льготные налоги для предпринимателей в Крыму. Да, спасибо большое. Кто-нибудь, вот, давайте, Илья Казимович, ответьте на этот вопрос, но это не исключает то, что вы еще последнее слово сегодня скажете. Пожалуйста. Да, Оксана, хочу сказать, что это никак не повлияет, потому что то вступление в наш Южный федеральный округ, это, скажем так, технический момент именно для руководства администрации президента и для президента Российской Федерации, который, ну, это никак не повлияет ни на налоговую политику, ни на другие сферы, которые закреплены законодательством Российской Федерации и Конституцией Российской Федерации. Это технический момент. Спасибо, Эрвин Казимович. Ну вот мы будем так, ну, в шахматном порядке, что ли. Да? Николай Николаевич, слово вам. Вы, кстати, можете отнестись к тому, что сказал Айдар Меметович, да, о том, что надо было провести референдум по вхождению в округ или не по вхождению. Спросить мнение. Да, спросить мнение. Пожалуйста. Федеральный округ – это некий институт, суть которого – это взаимодействие властей регионов
с представителем президента. То есть это вообще вещь, которая касается некого высшего управленческого звена. Вот обращаясь тоже к вопросу вот Оксаны, который был подавляющее, 98-99% крымчан просто вообще ничего не заметят в каком-то для себя. Просто, может, со временем их жизнь станет чуть лучше. А будут ли они благодарить за это Южный федеральный округ или не будут, это вопрос уже такой сложный. Теперь, что можно сказать о позитивном? Это то, что залогом вообще любого развития является взаимодействие. Это такое философское обобщение. Изоляция приводит к некому загниванию, а активное взаимодействие всегда помогает развитию. Вот сейчас мы получили ресурс для такого развития через взаимодействие с кругами, которые нам близки по экономике, по климату, по истории и так далее. Мы все южане, у нас у всех южный менталитет, мы эмоциональны, мы часто торопимся, мы хотим все то, чтобы было все гораздо раньше, чем оно может быть. Но это нам будет проще договариваться с этим общим менталитетом. Так что вот это объединение округов – это дополнительный ресурс для развития Крыма. Александр Иванович, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Рустамбей. Федеральный округ является управленческой единицей, но объединение округов в том числе это и ответ на внешний вызов. В чем он состоит? Западу в страшном сне видится союз России и Турецкой Республики. А 9 августа предстоит, мне кажется, историческая встреча президента России и президента Турецкой Республики. И там, наверное, будет решен вопрос о турецком потоке. А ведь турецкий поток проходит по округу, этому нашему уже округу. Вот есть, знаете, в шахматах есть такие двойные названия. Например, Фишер всю свою шахматную карьеру играл сицилианскую защиту, вариант дракона. Так вот, русскую партию мы знаем, турецкий гамбит знаем. Мне кажется, что это русская партия, турецкий вариант. И здесь Владимир Владимирович Путин просчитывает, я убеждаюсь, в который раз, он играет на опережение, он просчитывает на годы вперед. Спасибо большое. Очень неожиданное, интересное наблюдение. Спасибо большое. Владимир Кадырович, слушаем вас. Что вы видите главное, чего вы ждете от вхождения на состав? Во-первых, подтвердилась старая истина о том, что кадровые перемены в России происходят внезапно. То есть мы еще вчера обсуждали вопросы о том, кто где на какой должности находится. Утром просыпаешься, а где все. Поэтому здесь можно лишь сказать, какое отношение имеет к нашей жизни. Думаю, что только лишь как наблюдателей. Это касается высших кругов. Для них серьезные перемены, для большого начальства. Для них серьезные перемены и кадровые, и жизненные. Мы в значительной степени к этому отношения не имеем, мы просто за этим наблюдаем. Какое это будет иметь последствия в будущем? Я думаю о том, что сама реакция людей, которая здесь была, свидетельствует о том, что нам очень хотелось бы, чтобы перемены происходили, и нам был необходим этот толчок. И он произошел, и судя по реакции всех людей, мы воспринимаем это с оптимизмом, надеждой на то, что эти преобразования ускорятся. И я думаю о том, что с большой долей вероятности мы можем сказать, что это еще не конец. То есть мы не на пороге перемен. Эти перемены, мы уже находимся в состоянии самих переменах, и они еще нам предстоят. Спасибо большое. Илья Казимович, я не ошибусь, если скажу, что вы по возрасту самый молодой из нас, да? И всем очень хочется увидеть хорошим завтрашний день, а послезавтрашний день или послезавтрашний день, скорее всего, увидите вы, и Сусанна Ханум. Да. Пожалуйста, это так просто отметим, что вы стараетесь, и мы стараемся для вас, может быть, даже в большей степени, чем для себя. Это наше общее дело. Я хотел бы согласиться с Николаем Николаевичем по тому вопросу, что Крымский федеральный округ был нужен в тот момент, в 2014, 2015 и 2016 год, когда необходимо было принимать решения в ручном каком-то режиме, решения, которые до этого не имело претендента, эта ситуация, и необходимо было решать нестандартные принимать решения, управленческие, то есть и
именно то, что был Крымский федеральный округ и было полпредства расположено в Симферополе, позволяло в ускоренном режиме принимать те решения и аппарату президента, и президенту, и вообще Москве, и получалась ускоренная двойная связь. То есть быстро пришла информация в Москву, и обратно быстро приходило решение, да, как нам действовать. Сейчас мы уже подошли к той точке, когда нужно не повышать качество, улучшать экономику, то есть развивать тот потенциал, который имеет Республика Крым. И это основной потенциал, это экономический. То есть чтобы Республика Крым с дотационного региона субъекта Российской Федерации превратилась в донора, максимально воспользовавшись той ситуацией, которая сейчас складывается не только в Российской Федерации, но и на мировом пространстве. И вот те моменты, которые мы видим, я думаю, будут положительно влиять на развитие нашего региона, и мы увидим, что завтра мы увидим нашу жизнь лучше. Да? И я думаю, каждый из здесь находящихся людей почувствует те улучшения, которые будут происходить в ближайшее время. Спасибо большое, Эрвин Казимович. Не удержусь, если у Сусаны Ханум, она с интересом все это слушала, да? Сусана Ханум тоже спрошу. Сусана Ханум, а вы как считаете, что вам даст, или что может дать вам, нам, журналистам, вам, женщинам, уж не знаю, с какой точки, с какой позиции вы будете говорить, то, что Крым сейчас в Южном федеральном округе вместе с другими регионами. Рустам, білесіңіз, мен шынды журналистке бөдегілді, қадында оларақ дегіл айтымаға істейм ки, мен диққат не деген едім, біздің мұсафирлеріміздің, білесіңіз, мен белесем Қырымлылар аслыда, Қырым сакынлері, более бір күчлі регионлармен бер бір округта олғаннен сон, біз бұйық бір әлбетте ғалебелеріні әлде етерік. Ама мен епсі бір Қырым татары оларақ айтмаға істейм. Мен емінім ки, яғни біздің халқымыздың мәселелері енді более бір да яқшыжа, да тез жырақ чезіліп башлар, ве емінім ки Владимир Устиновның янында mutlaka Крым татарлар арасындан им ярдымчылары, им демеслятчылары olur. Ну что ж, вы сказали очень важное замечание, очень важную надежду. Но дело ведь не в том, что кто во главе округа, да? Дело в предыдущем опыте. Олег Евгеньевич Белавинцев, да? Ну, он, во-первых, для него постпреда, почти каламбур, да? Стал неожиданным в биографии. Все-таки это человек, много лет работавший в системе, ну, с одной стороны, жилищно-коммунального хозяйства, как в Московской области, так и в Министерстве обороны. С другой стороны, он возглавлял «Славянку». Это, в принципе, жилищно-коммунальное строительное предприятие. Он много работал в системе, ну, скажем мягко, служб безопасности, которая защищает наши рубежи как в пределах нашей страны, так и за ее пределами. Но некоторого опыта все-таки работы в межнациональном поле у него не было. Да? Сейчас чуть-чуть появился, и ему, наверное, досталась самая сложная задача сейчас, потому что в Северокавказском округе только одна территория не национальная, это Ставропольский край. Все остальные это национальные республики. И какие это национальные республики? По-моему, сложнее всего быть постпредом именно на Северном Кавказе. Там общаться с элитами Чеченской республики, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Одно это чего стоит. У Владимира Васильевича Устинова, конечно же, этот опыт уже побольше. Ну, во-первых, он родился в краю достаточно межнациональном и сложном. Он сам краснодарец, кубанец, да? И поэтому, ну, на Кубани всегда были отношения межнациональные, очень интересные, потому что там и казаки кубанские, сверху донские казаки, там большое количество армянского населения, очень много адыгского населения. И когда он возглавил округ, он давно, 8 лет возглавляет постпредство Южного федерального округа, он получил две очень разные республики, Калмыкию и Адыгею. Конечно, понимание проблем национальных республик у него глубже. Поэтому будем надеяться, что это свое понимание он осуществит и в непосредственной работе, потому что межнациональные отношения в нашей стране сегодня и всегда, может быть, даже поважнее экономических. Знаете, не хочу быть таким конспирологом, да, не хочу говорить, что враг не дремлет, но тем не менее из-за рубежа нас пытаются разбить очень часто
именно по трещинам межнациональных отношений, которые все-таки случаются. Будем надеяться на это. Главное, у меня всего минута, чтобы завершить передачу. Я хочу вам сказать, в какой бы округ мы ни входили. В Южный, в Крымский. Может быть, объединят будет один огромный какой-то округ на весь юг России вместе с Кавказом. Дело все-таки не в этом. Дело все-таки здесь, в Крыму, в Севастополе. Дело в нас с нами. Ни в Ростове, ни в Краснодаре и даже, поверьте, ни в Москве ничего не изменит в жизни Крыма и Севастополя, если это не сделаем мы сами. Если это не сделают наши руководители. К ним, и к господину Овсянникову, и к господину Аксенову мы должны обращаться, потому что от их работы зависит прежде всего процветание нашего края. К нашим руководителям министерства, департаментам, к нашим руководителям предприятий и общественных объединений, и, наконец, к самим себе. Никто за нас наш завтрашний день не построит. Для этого мы и должны работать сегодня. Спасибо, что смотрели и слушали нас. Всем вам большое спасибо. И до следующей среды. Всего доброго.